Всем привет! Сегодня мы будем работать с объектом самолеты. Мы научимся задавать маршрут полета, начиная от взлета, заканчивая посадкой. Итак, откройте меню вид объекта самолета. Выберите из предоставленного списка тот самолет, который вы считаете нужным. Пусть будет это И-16 тип 5. Вот такой вот самолет. Аэродромы помечены на карте своеобразными маркерами. Эти маркеры означают начало и конец взлетно-посадочной полосы. Установим точку маршрута самолет непосредственно близости от маркера. Эта точка маршрута будет взлетом являться. Зайдите на вкладку точка маршрута, укажите тип данной точки взлет. Автоматически точка маршрута переместилась в конец полосы. Теперь необходимо задать следующую точку маршрута, то есть ту точку маршрута, куда мы будем лететь. Логично, если первая точка маршрута взлет расположена на этом конце взлетно-посадочной полосы, то самолет игрока появится с другой стороны и будет производить разбег в сторону точки маршрута. Логично предположить, что следующая точка маршрута должна находиться на продолжении. Допустим, здесь. Для данной точки маршрута можно дать высоту и скорость. Оставим без изменений. Пока. Поместим теперь вторую точку маршрута, куда будет лететь дальше наш самолет. Пусть это мы просто сделаем круг над аэродромом. И последняя точка маршрута посадки расположена непосредственно близости от маркера. И укажем тип посадка. Как видите, последняя точка маршрута автоматически переместилась на это. Сейчас у нас не очень ровно находится. Вы можете задавать как угодно. Маршрут заложен. Теперь зайдем в свойства. Здесь вы можете задать вооружение самолета, указать количество топлива, которое будет на борту, количество самолетов в звене от 1 до 4, 1, 2, 3, 4 до 5. Параметры только ИИ позволяет при его установке вы не сможете осуществить на этом самолете. Парашют. Данная функция позволяет не брать в полет парашют. Актуально для японских пилотов. Армия. Можно задать синюю армию, указать страну ВВС, полк. В данном случае у нас Красная армия, Советская армия. Эскадрилья звено. Выбираем из доступных 4 эскадрильи и 4 звена в каждой эскадрилье. Что такое параметр строя на точке маршрута? Данной точкой маршрута можно указать, в каком строе будет лететь самолет. Выберите стандартный, это стандартный полет. Вы выбираете тот, который вам более всего подходит данной точке маршрута. Мы не будем никаких использовать. Самолет. Здесь, чтобы вы могли взлететь в данном самолете, каком-либо из этих, необходимо установить параметр игрок. Устанавливается только в одном самолете, только в одном звене. Если вы установили на первом самолете и хотите, допустим, поставить и во втором, то с первого он автоматически снимается. Знаки. Позволяет скрыть опознавательные знаки. Точка появления это функцию мы обсудим позже. Окраска. Здесь можно выбрать доступную окраску самолета. Из тех скринов, которые имеются. Мастерство. Выдает мастерство. Заметьте, мастерство можно задавать индивидуально каждому самолету. При этом в
настройках свойств самолетов мастерство автоматически меняется на разное. Тут можно задать мастерство пилотирования всем самолетам одновременно. Допустим, все будут асы. И будет 4-2. Вот у нас пара асов. Первый из которых вы снимите удобно. Все, простейшая миссия создана. Чтобы проверить, запустим кнопку «Сыграть». Перед этим программа просит нас присвоить имя. Ну пусть это будет проба пера. Вот у нас миссия. Можно посмотреть вооружение. Вот у нас доступное вооружение. Самолет. 50 запасов топлива, как мы установили. Все соответственно. Запустим нашу миссию и посмотрим. Вы расположены на этом конце полосы, взлетайте в ту сторону, о чем мы и говорили. Все. Простейшая миссия создана. Дальше мы посмотрим некоторые нюансы создания миссий и работы с объектом самолета.